Сотрудники МЧС Северной Осетии принимают участие во всероссийской тренировке спасателей. Специалисты на практике отрабатывают действия при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, разбирают завалы, тушат пожары и проводят химико-биологическую разведку зараженной местности. Также в рамках тренировки в республике провели учебные мероприятия, направленные на подготовку различных ведомств и служб к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Спасатели развернули пункты выдачи средств индивидуальной защиты, посты радиационного и химического контроля, а также организовали эвакуацию населения. Во Владикавказе прошел фестиваль памяти народной артистки Советского Союза Ирины Архиповой. В концертной программе прозвучали популярные арии из опер, а также романсы русских и зарубежных композиторов. Знаменитые произведения исполнили солисты Большого театра и вокалисты из Северной Осетии. Музыкальный фестиваль уже успешно проходит в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Ярославле, а в конце месяца артисты выступят в Пятигорске и Пензе. Почти за 20 лет своего существования фонд Ирины Архиповой дал огромное количество концертов, представляя публике новые имена. Проект инициирован Министерством культуры России. Имеем, что называется, корни дружбы и с Гергиевым, и моя студия здесь работает почти вся. Вот. И я решил все же договориться с Ларочкой, позвонила, я говорю: Ларик, прими фестиваль имени Ирины. Она говорит: Ладненько, с удовольствием. И вот так договорились, так родилась идея. Один из городов уже этого фестиваля как раз Владикавказ. Персональная выставка Хаджумара Сабанова открылась в музее имени Туганова. Художник-самоучка увлекся рисованием еще в детстве, но профессионально занялся живописью лишь в 40 лет. Сейчас его произведения хранятся в художественном музее имени Туганова, в Национальном музее Северной Осетии и в руках частных коллекционеров. Хаджумар Сабанов долгие годы был солистом мужского хора национальной песни Госфилармонии. Он один из немногих художников, хранителей музыкального фольклорного наследия. Картины пронизаны легендами, картины пронизаны героическими песнями. Он как бы хранитель вот этих традиций, хранитель наших обычаев через легенды, через сказки, которые рассказывала ему его мама Хаджигуа, и которые он впитал в себе в детстве. В общем, я считаю, что большая радость, что сегодня мы имеем возможность общаться с ним, общаться с его картинами, слышать его песни. Борцы из Северной Осетии завоевали 3 золотые и 1 серебряную медаль на международном турнире по вольной борьбе в Якутске. В весовой категории до 65 килограммов победителем стал вице-чемпион мира, чемпион Европы и двукратный чемпион России Алан Гугаев. Еще один осетинский вольник Ацамас Санакоев первенствовал в категории до 74 килограммов, а в весе до 86 на верхнюю ступень пьедестала поднялся Владислав Габараев. В копилке сборной Осетии также и 1 серебряная награда, ее обладателем стал Заур Макиев. Моздокская Алания стала первым обладателем суперкубка Лиги любительских футбольных команд. В финальном матче она встретилась с владикавказской командой Лиц-12, которая уже в первом тайме открыла счет. Гол забил Каха Багаев. Во второй 45-минутке Алании удалось отыграться. Моздокчан отличился Тамерлан Фидаров. Таким образом, в основное и дополнительное время команды не смогли выявить победителя, и судьбу суперкубка решила серия пенальти. Очень трудно было стать чемпионом, но благодаря вот таким командам, как Алания, Афган, Кабам, все команды, Риг, все наши братья, со всеми было тяжело играть. Но мы как-то вырвали это победительство или чемпионство, так сказать. А вот кубок и суперкубок мы проиграли достойнейшим ребятам из Моздока, нашим братьям. Для нас самая главная была задача — это выиграть лигу.